Постановки на сцене, мелодии под гитару и песни для души. Творческим капустником продолжается празднование 95-летия Коми регионального отделения Всероссийского общества слепых. В эти дни в регионе работает и президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. Все подробности у Анастасии Тюрниной. С юга ветер дует, снег идет. Наступил сегодня Новый год, а у меня вечерний променад. Я, конечно, этому очень рад. Анатолий Суханов исполняет песню собственного сочинения. Зрение он потерял еще в 13 лет. С того момента и начал музицировать. На «Капустнике» прозвучат не только его авторские, но и популярные песни. Гитара – это мой близкий друг. Через нее можно все и высказывать. Я имею в виду писать и высказываться. А ваши песни они какие? Про что они? А у меня всякие песни. И про детство, и про все. И про любовь. Край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лонных. И я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Гляну в поле, гляну в небо, и в полях, и в небе рай. Снова тонет в копнах хлеба незапаханный мой край. Константин Костин к «Капустнику» репетирует Есенина. Делится, этого поэта любит со школы. В театре «Теплые встречи» читают его произведения по ролям. Кроме этого, Константин скачивает аудиокниги и делится ими с друзьями. Песни скачиваю, слушаю. Прихожу в общество слепых, играю в настольный теннис для незрячих, называется «Шоудаун». Вот. В домино играю, общаюсь здесь с друзьями. А любимые певички, мы-то памятам сейчас. Мы подружка подходи, а я уже вышла. Из Печоры пою, за Уралом слышно. Вячеслав Николаев на своем баяне сыграет любую мелодию. Для гостей праздника сегодня частушки. Для поднятия настроения. Концертмейстер выступает на различных столичных площадках. Приглашений, говорит, достаточно много. Талантливый, молодец. И терпения как-то хватает. И вообще, я вообще очень люблю музыку. Как-то вот частушки, они сами себе настроение. Вот играл тоже на гитаре. Это настроение, это, несмотря на все наши проблемы, хочется плясать, от души петь. К юбилейному «Капустнику» готовились все местные организации. Оказалось, что талантливых и активных в городских и районных отделениях целое соцветие. В Воркута ребята ставят сценку, в Сыктывкаре ребята тоже ставят сценку комедичную на один день из жизни ВОСа, но они переделали на плат-комедия. Самое лучшее – это реабилитация. Точно та же доступная среда, что они собираются, все приходят, собираются здесь, репетируют, будет это у нас на площадке «Октябрь», и там они тоже приходят, репетируют. Это же всем надо добраться, и у нас многие ребята незрячие, и для них это прямо реабилитация, доступная среда. Пока одни активисты общества репетируют свои номера, другие беседуют с президентом Всероссийского общества слепых. Владимир Сипкин работает в Коми в рамках юбилейных торжеств. На повестке дня вопросы социальной, трудовой и социокультурной реабилитации. Эти темы во главе работы с незрячими. Сегодня есть вопросы к администрации Ухты и Печоры. В частности, по льготам для инвалидов. Руководитель ВОС акцентирует внимание и на основных направлениях работы. Регион сегодня имеет право из своего бюджета выделять средства на увеличение таких, в общем-то, льгот. Ну, это прежде всего содержание собаки-проводника, которая по регионам, к сожалению, разница. Общая сумма 32 тысячи на год, но когда реально сегодня есть возможность добавлять, и многие регионы это добавляют. И, конечно, нам очень хочется, чтобы в республике Коми приняли, наконец, свой перечень технических средств реабилитации для незрячих и поставили туда смартфон. Смартфоны сегодня это не такое дорогое устройство, но это дает возможность электронного, так сказать, голосования инвалиду по зрению прежде всего. Это работа с финансовыми органами, с банками, то есть через особое приложение озвученное. Поэтому вот этот универсальный вариант общения, потому что у инвалида по зрению не хватает практически 90% информации за счет дефекта зрения, да? И вот этот момент нужно было бы
порешать именно на республиканском уровне тоже. Такие технические возможности введены уже в нескольких регионах страны. Все эти моменты представители Всероссийского общества слепых обсудят на семинаре совещания. Там же наградят и участников всех юбилейных мероприятий. Анастасия Тюрина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.